Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я, Дюбек Багалиева. Сегодня в программе. В Ереване столкновение граждан с полицией. Сотни человек атаковали стражей порядка рядом с захваченным полицейским участком, в котором праворадикалы удерживают заложников. 136 человек задержаны. Таджикистан подводит итоги сезона селей. 10 погибших, сотни пострадавших, тысячи домов по всей республике пришли в негодность. Люди недовольны размером помощи. Вот мой дом. Смотрите, здесь нужно все рушить и строить заново. Потемкинские деревни президента Бердымухамедова перед туркменским лидером во время праздника по случаю постройки нового поселка разыграли целое представление. Но после его отъезда населенный пункт сразу же опустел, а его название вообще стерли. Эрдогана о недавнем перевороте предупредила российская разведка. Об этом неофициально рассказали арабским газетам турецкие дипломаты. В самой же Турции введено чрезвычайное положение и массово закрывают все университеты и сотни школ, которые финансировал опальный миллиардер Суфий Гюлен. Цель введения чрезвычайного положения – обеспечить наиболее эффективные меры по борьбе с тем, что представляет угрозу демократии. Издеваются над народом, что ли? Хотите, что... Жители российской глубинки перекрывают железные дороги, чтобы вернуть отмененные электрички. У тысяч людей нет возможности ездить на работу и в школу, и посещать больницы. Чиновники отвечают, что денег на электрички не будет. Это вообще остались без всего, без хлеба, без всего. То есть выйти-то, приехать-то не на чем. В Ереване идут столкновения с полицией сторонников праворадикальных боевиков, захвативших полицейский участок. Радикалы из организации «Учредительный парламент» уже почти 6 дней удерживают в заложниках крупных руководителей армянской полиции. Толпа сочувствующих им жителей Еревана обрушила на оцепление град камней и начала строить баррикады. Сторонники праворадикалов, требующих смены власти в стране, попытались перекрыть баррикадами один из крупных проспектов. В результате драки с полицией пострадали 50 человек, половина из которых полицейские. 18 сотрудников правоохранительных органов доставлены в больницы с серьезными травмами. В ответ полиция применила слезоточивый газ и задержала почти 140 человек. Армянские СМИ сообщают из захваченного здания о выстрелах. Вы как раз видите кадры того, как полиция применяет против толпы светошумовые гранаты. Беспорядки в армянской столице начались после того, как власти отказались сообщить демонстрантам, доставили ли питание членам радикальной группы, удерживающим здание полицейского участка. Напомним, что 17 июля вооруженные люди протаранили на грузовике ворота отделения патрульно-постовой службы Еревана и ворвались в здание. Во время боя было ранено 5 полицейских и убит полковник Артур Ванаян. В ходе переговоров 5 заложников удалось освободить, но в плену пока находится заместитель главы полиции Армении и заместитель начальника полиции Еревана. В Таджикистане подводят итоги сезона селей в республике. Ущерб от стихии исчисляется десятками миллионов долларов. Пострадали сотни людей, есть погибшие. Тысячи домов пришли в негодность. Сегодня в республиканском МЧС официально озвучили цифры ущерба, нанесенного стихией. Наш корреспондент Анушервон Арипов присутствовал на пресс-конференции Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана. Анушервон, здравствуйте. Что говорили чиновники и как ведутся восстановительные работы в стране? Здравствуйте, Жибек. Сейчас я нахожусь возле здания Комитета по чрезвычайным ситуациям страны, где проходила пресс-конференция по итогам работы спасателей за первое полугодие. С начала этого года в результате стихийных бедствий в республике погибли 10 человек, а общий размер материального ущерба составил более 15,5 миллионов долларов. Пострадали порядка 1000 жилых домов, 72 из которых разрушены полностью, говорят спасатели. Гражданам страны, чьи дома были разрушены полностью, выплачена компенсация из различных фондов в размере 1000 долларов. Хозяйства, пострадавшие частично, получили половину. Общая сумма выплат составила порядка $500 000 американских долларов. Для полностью пострадавших граждан было выделено по району Рудаки 6 тысяч сомони каждой семье. Это лично по распоряжению президента из фондов президента. 3 тысячи сомони частично пострадавшим. Ни одно хозяйство не было застраховано. Несмотря на это, страховые компании наши выделили им деньги. По-моему, 2000 полностью пострадавшим и 500 частично пострадавшим.
За несколько часов до пресс-конференции наша съемочная группа выезжала в район Рудаки, наиболее пострадавший от стихии. Владельцы разрушенных домов говорят, что также получили строительные материалы – от цемента и кирпичей до отделочных материалов. Мне выдали 6 тонн цемента, 7 кубометров досок, кровельное железо, 20 тысяч кирпичей, шифер и гвозди. В общем, 20 наименований стройматериалов. Однако не все владельцы домохозяйств, чье жилье было признано разрушенным частично, согласны с такой оценкой. По их словам, восстановлению строения не подлежат, и их следует отстраивать с нуля. Вот мой дом. Посмотрите, здесь нужно все рушить и строить заново. Мы живем в палатке, хотим полной компенсации. Отстраивать дома жителям района Рудаки приходится собственными руками, поэтому большинство не уверены, успеют ли завершить работы к концу лета. Ведь еще нужно очистить огороды от толстого слоя глины и высадить на них овощи, чтобы сделать хоть какие-то запасы на зиму. Жибек. Спасибо, Анушерван. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов приехал в Либабскую область, чтобы открыть новое село. Ему организовали роскошную встречу с театрализованным представлением, провели по новым улицам и показали полный товаров и людей рынки. Но что случилось, когда президент уехал? Наши коллеги сравнили то, что было во время приезда туркменского лидера, и что случилось потом, когда Бердымухамедов уехал. Далее в программе. Эрдогана о недавнем перевороте предупредила российская разведка. Об этом неофициально рассказали арабским газетам турецкие дипломаты. В самой же Турции введено чрезвычайное положение и массово закрывают все университеты и сотни школ, которые финансировал опальный миллиардер Суфий Гулен. Цель введения чрезвычайного положения – обеспечить наиболее эффективные меры по борьбе с тем, что представляет угрозу демократии. Издеваются над народом, что ли? Хотите, что... Жители российской глубинки перекрывают железные дороги, чтобы вернуть отмененные электрички. У тысяч людей нет возможности ездить на работу и в школу, и посещать больницы. Чиновники отвечают, что денег на электрички не будет. Это вообще остались безо всего, без хлеба, безо всего. То есть выйти-то, приехать-то не на чем. На Украине создана специальная следственная группа для расследования жестокого убийства журналиста Павла Шеремета. В нее войдут лучшие следователи всех украинских спецслужб. Как заявляют руководители правоохранительных органов Украины, найти убийцу известного журналиста становится делом чести. Как заявили сегодня в Службе безопасности Украины, у следствия уже есть 6 основных версий этого преступления. Их уже 6, я могу лишь назвать предварительно 4. Еще раз повторю, покушение на Елену Притулу, также дестабилизация или русский след, так называемый, дальше неприязнь в отношениях или личные мотивы, ну и, конечно же, профессиональная деятельность. Также стало известно, что к расследованию подключится Федеральное бюро расследования Соединенных Штатов Америки. Как заявил спикер Госдепартамента Джон Кирби, американские сыщики уже начали оказывать помощь властям Украины. Администрация США выразила соболезнования семье Шеремета. Также возмутительным назвали это преступление в ООН и потребовали как можно быстрее найти убийц. Сенсационную информацию сегодня распространяют ближневосточные СМИ со ссылкой на неофициальные признания турецких дипломатов. Оказывается, о готовящемся мятеже в Турции за несколько часов до его начала президента Эрдогана предупредила Россия.
Ее станции наблюдения в Сирии перехватили разговоры мятежников. В частности, россияне предупредили турецкие власти, что к резиденции президента в Мармарисе летят боевые вертолеты. И это, возможно, спасло жизнь Эрдогану. Тем временем турецкие власти в связи с последствиями мятежа сегодня объявили чрезвычайное положение в стране и даже приостановили действие Конвенции о правах человека. В ночь на четверг в Турции вступило в силу чрезвычайное положение. О его введении на 3 месяца объявил президент страны Реджеп Таyyip Эрдоган. После 5-часовой встречи с Советом национальной безопасности он обратился к нации в прямом эфире государственного телеканала. Цель введения чрезвычайного положения – обеспечить наиболее эффективные меры по борьбе с тем, что представляет угрозу демократии. Эта мера не противоречит закону и не нарушает прав и свобод. Скорее наоборот, преследует целью их укрепления. Однако некоторые видят в действиях Эрдогана начало диктатуры. После попытки государственного переворота власти начали массовые чистки в армии, полиции, судах и системе образования. Они затронули уже более 50 тысяч человек. Преследуют тех, кого подозревают в поддержке проживающего в США исламского проповедника и главного оппонента Эрдогана Фетхуллаха Гюлена. Его турецкие власти обвиняют в организации мятежа. Сам Гюлен отрицает свою причастность. В четверг его представитель заявил, что обеспокоен гонениями в отношении сторонников основанного Гюленом движения Хизмет. Они подвергались преследованиям на протяжении 2 последних лет. Но после попытки переворота давление на сторонников Гюлена и репрессии в их отношении усилились. Сторонники Эрдогана открыли горячую линию, куда можно позвонить и рассказать властям про симпатизирующих Хизмету. Это напоминает период, предшествовавший геноциду в фашистской Европе. Это очень тревожные сигналы. Обеспокоенность политическими чистками в Турции выразили на встрече в Госдепартаменте США и международные дипломаты, в том числе министры иностранных дел Германии, Нидерландов и Канады. На данный момент, помимо арестованных 7 тысяч военных и 12 тысяч полицейских, в Турции уволены с работы и задержаны почти 50 тысяч сотрудников системы образования. Это школьные учителя, преподаватели институтов и университетов. Их подозревают в симпатиях к миллиардеру Гюлену, которого власти считают организатором переворота. Уже закрыты многие школы, лицеи и университеты. Аресты и задержания коснулись огромного количества и других обычных турок. Наш коллега Петр Шеломовский о том, что происходит сегодня в стране. Я вчера ездил в район Стамбула, который называется Кадикёй. Это светский район, и большинство из них 3 года назад поддерживали события на площади Таксим. Единственное, что их сейчас объединяет, это страх. Они не знают, что будет дальше с ними. Они боятся, что к ним придут погромщики. Погромщики, которые за Эрдогана, которые за ислам. И которые считают, что как бы вот они там у себя в Кадикёе ведут неправильный образ жизни. Все хоть что-то критическое пишет, значит, власть, их увольняют. Их не то что арестовывают, их просто выгоняют. Закрытие вузов, финансировавшихся Фетхуллахом Гюленом, началось и в соседних с Турцией странах. В частности, в Азербайджане власти по требованию турецких дипломатов уже закрыли крупнейший местный университет, студенты которого, придя сегодня на занятия, увидели перед собой опечатанные двери. О закрытии университета я узнал из соцсетей. Официально пока ничего не объявили. Мы требуем, чтобы университет не закрывали. Мы не хотим, чтобы нас переводили в другие вузы. Преподаватели ничего не говорят. Мы все в шоке. Не знаем, что с нами будет дальше. Нет никакой информации. Я случайно узнала. Пришла за дипломом, и мне сказали. Надеюсь, университет не закроют. Это один из лучших университетов в Азербайджане. Надеюсь, президент нас услышит. Университет «Кавказ» был единственным вузом Азербайджана на протяжении нескольких лет, входившим в список лучших высших учебных заведений мира. Министерство образования страны пообещало сразу после получения официальных документов о закрытии вуза заняться распределением студентов по другим университетам. 67 российских легкоатлетов, а это почти вся сборная страны, в этом виде спорта не поедут на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Международный арбитражный суд в швейцарской Лозанне отклонил жалобы и просьбы российских спортсменов, увлеченных в допинге. Правда, швейцарские судьи говорят, что у спортсменов еще есть теоретическая возможность поехать в Бразилию, но времени на пересмотр их дел уже почти не осталось.
У МОК остается возможность решать, даже рассматривая каждое дело одно за другим, есть ли у того или иного спортсмена основания для выступления в Рио. Спортивный арбитражный суд выразил обеспокоенность тем, что эти новые правила, принятые 17 июня, практически не оставили спортсменам возможности выполнить новые условия. Как вы знаете, по новым правилам легкоатлеты могут получить допуск, если докажут, что они были вне системы и соответствуют антидопинговым требованиям. Заявители в течение 30 дней могут подать апелляцию, но только по процедурным вопросам. Решение спортивного суда в Лозанне вызвало крайне эмоциональную реакцию руководителей российского спорта, которых, собственно, и обвиняют в масштабных махинациях с допинг-пробами. Мировая федерация полностью коррумпирована. С них все это начиналось. Те люди, которые были указаны в первом докладе независимой комиссии, продолжают работать. К сожалению, введением коллективной ответственности создан некий прецедент, но другого мы и не ожидали. Потому что когда вице-президент МОК до заседания заявляет, что русским атлетам нечего делать на Олимпиаде, то это является серьезным сигналом. Под угрозой и само участие России в Олимпийских играх. После опубликования скандального доклада Международного антидопингового агентства судьбу всей российской сборной будет решать в воскресенье Международный олимпийский комитет. С большой долей вероятности МОК запретит России ехать на игры. А вот что думают о возможном отстранении их сборной сами россияне. Думаю, политический вопрос. Конечно, западные. Конечно, это все политизировано. Не боятся, что мы выиграем все золото. Могут и наши все-таки принимать допинг, кто знает. Ну, это политические заявки, сразу чувствуется. Кто, так сказать, контролирует наших спортсменов, они же понимают, что они делают с ними. Изначально это вина самих спортсменов. Если честно, я не смотрю телевизор. В принципе, спорт как один из видов какого-то проявления антироссийского настроения на Западе. За кого-то, кто-то, где-то кого-то нашел допинг какой-то. И теперь, всех поголовно, получается, объявляют. Меня единственное, что смущает, почему только к нашим спортсменам, а другие страны это не использовали. Как так большая часть команд не будет участвовать в Олимпийских играх? Не знаю, это отвратительно. И все это сфабриковано, я думаю. Я думаю, что это неправильное решение. Но мы всегда победим. Все равно победим. Жители челябинской деревни Карпачева перекрыли железную дорогу. Они требуют, чтобы им вернули электрички. Люди сидят на рельсах и не пропускают поезда. Другого пути протеста, говорят, в деревне у них не осталось. Единственную электричку, которая соединяла село с Большой землей, пустили в обход. В транспортной блокаде жители деревни живут 2 года. Обратили ли чиновники внимание на дорожный пункт в Глубинке, расскажет Екатерина Пономарева. Якунин или кто там глава сейчас, министр все сообщения. Вы что творите? Издеваетесь над народом, что ли? Хотите, чтобы такой беспредел постоянно творился? Это видео снято на платформе станции Карпачева. Выйти под поезд людей, говорят, заставила администрация железной дороги. Сельчан не пустили в единственную электричку, что соединяет станцию с Большой землей. Начало это, кто вы такие, да все. Ну, им начали объяснять, что мы едем до Шим. Я сказал, вас не посажу, значит, не посажу. Ну, и вот он оскорблял там это всякое быдлами. Здесь, говорят, без электрички округу оставили 2 года назад в целях экономии. При этом больницу, паспортный стол и ЗАГС перенесли в райцентр Ашу. До нее добраться можно только на этом поезде, который подбирает на станциях путейных рабочих. Вот у местных к властям и накипело. Как вы относитесь к людям? Все вроде бы к лучшему идете. И каждый раз вы говорите, что жизнь улучшается. Но в каком месте я не вижу, чтобы улучшалось. Железнодорожники проблему знали, делали на это скидку и пускали сельчан в свой рабочий поезд. Но сейчас пошли на принцип и отказали в трансфере. Автобусом до Аши отсюда ездить дорого и неудобно. Потому карпачевцы и устроили бунт на рельсах. Говорят, еще долго терпели и не понимают, почему соседи молчат. Не только нас касается ведь все ближайшие станции, не станции, полустанки, километры. Люди-то вообще остались без всего, без хлеба, без всего. То есть выйти-то, приехать-то не на чем. Глава поселка говорит, сам готов выйти на рельсы. Объясняет, Карпачево пограничная станция 2 железных дорог – Куйбышевской и Южноуральской. Поселок относится к Челябинской области, а обслуживать его должна дорога соседнего региона – Куйбышевская, которая не хочет тратиться на не своих жителей. Даже несмотря на то, что 90% местного населения или бывшие, или действующие железнодорожники. Я избран народом, я должен за народ. Но они же справедливо требуют то, что должно быть у нас. Это же не роскошь, это же необходимость.
Это не кататься ездит, а ездит по делам, тем более вот которые пожилые люди. Куда только он не писал за это время, но внимание на дорожный вопрос Кропачева обратили только после того, как люди вышли под поезд. В сельсовет, рассказывают, приезжал один из начальников Куйбышевской железной дороги. И объяснил следующее, что Куйбышевская железная дорога готова оказать услуги по перевозке граждан, даже выделить контролера, охранника, как это все положено в электропоездах. Но при условии, если Челябинская область окажет субсидирование, потому что большие затраты, как вот по его словам, несет Куйбышевская железная дорога. В Министерстве же транспорта Челябинской области помогать жителям фактически отказались. Для запуска электрички, сказали чиновники, в бюджете денег нет, даже если все 5000 жителей Кропачева, старики и дети, лягут под поезд. Екатерина Пономарева для «Настоящего времени». Кыргызы, проживающие в турецкой провинции Ван, боятся потерять свои национальные традиции. Переселившиеся туда из Афганистана в 80-х годах беженцы стараются обучать своих детей родному языку и культуре. Однако молодежь в деревне теперь все чаще знает турецкий язык лучше, чем кыргызский. Несмотря на это, община считается одной из самых крепких среди кыргызских диаспор, живущих за пределами республики. К тому же их всячески поддерживает турецкое правительство. Для переселенцев власти построили школу, мечети и новые дома. Как сегодня живут кыргызы в Турции, расскажут мои коллеги. Меня зовут Касымбек Шакур Уулу. Я работаю здесь главой села. Мы живем здесь с 1982 года. Всего нас 2500 человек. Это 450 семей. Сегодня все жители деревни, включая главу сельской управы, собираются у одного из жителей поселка. В этом доме сегодня той. Выдают замуж 24-летнюю дочь хозяина. Женщины в отдельной комнате рассматривают приданное. Традиции в большинстве семей кыргызов из Вана соблюдают очень трепетно. Кыргызы, которые из Аксу, знают все традиции и обычаи предков. Как надо проводить то и как встречать гостей и все остальное. А те, кто родился в Турции или в Пакистане, не знают этого. Они уже не считаются с нами, старшими. Они теперь живут в другой стране. У них все по-турецки. По любви, вспоминают первые переселенцы, раньше никто не женился. Все думали, как говорят старейшины, об интересах общины, и только потом о личном счастье. Кинюль выбрала мужа себе сама. Она влюбилась в своего однокурсника, Куртулуша, в медицинском университете. Он турок, оба супруга врачи. С тех пор, как кыргызы переселились в Турцию, прошло 30 лет, и пришло время для ассимиляции. В Турции очень много представителей национальных меньшинств. Все они со временем становятся турками. Кинюль Кутлу – одна из первых среди кыргызов из Вана, кто получил высшее образование. Сейчас она работает кардиологом в Стамбуле. Однако многие кыргызы, живущие в Ване, не часто решаются мигрировать в большие города. Их дети учатся в местной школе, и многие из них очень плохо знают кыргызский язык. Школьники и вообще молодежь разговаривают друг с другом по-турецки. Это беспокоит старшее поколение переселенцев, потому что они боятся. Их дети могут забыть родной язык и культуру. Лора Зайцева, Жанна Лыжу-Субжан, Жибек Бегалиева. Специально для «Настоящего времени». Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.